Окружная администрация и общественная палата города Якутска провели международную конференцию «Города и люди». Что обсудили, какие изменения нас ждут в ближайшее время, расскажет Лана Ильина. Международная конференция «Города и люди» проводится каждые 2 года. В этом году в работе конференции приняли участие более 17 разных стран и 14 городов Российской Федерации. 295 экспертов по самым разным отраслям городского развития приехали сюда, в Якутск, обсудить вопросы развития городов, причем не только вот нашего Якутска, а в целом северных городов, в целом вообще развития городского. И тема, которая была заявлена, цифровизация и коммуникация, на мой взгляд, крайне важна. У нас меняются города, меняются отношения людей в городах, меняются средства связи, меняются коммуникации. Очень активно идет цифровизация, в том числе в нашем Якутске. В ходе конференции подписано соглашение о сотрудничестве в развитии цифровой экономики с макрорегиональным филиалом Ростелеком «Дальний Восток». Ростелеком готов предложить полный пакет цифровизации. Приложим все усилия для того, чтобы все компетенции, которые есть на Дальнем Востоке, все компетенции, которые применены были на территории всей страны, мы применили для развития цифровой территории в городе Якутск, для развития всех новых современных цифровых технологий, для того, чтобы жизнь в городе Якутске была краше, легче и удобнее. Ростелеком работает, чтобы все жители даже в самых отдаленных уголках страны пользовались современным сервисом цифровых услуг. Также не только в городе, но и во всей Якутии люди должны жить с комфортом, считает председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор. И в первую очередь это касается пенсионного возраста. Здесь должно быть право выхода женщины на пенсию в 50 лет, мужчины в 55 лет. Но если он остается работать, значит, чтобы он не получал эту пенсию. Я так могу прогнозировать, что должен был бы сделать президент Российской Федерации. То есть или пенсия, или работа. Также было сказано о том, что в Якутии еще 4000 человек проживает в ветхих и аварийных домах. Нужно усилить работу в этом направлении. Лана Ильина, Джулустан Иннокентьев, Якутск.